Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Всех приветствую, дорогие зрители. Сегодня мы будем снова разоблачать того самого блогера, который занимается фальсификацией истории, который он опубликовал у себя слово некого человека Минкаила Мализаева, который носит бред. Давайте все вместе послушаем, что он говорит. Никогда в жизни шайдах оккупация хилабат, шайдах раз ждал он бинабат, всю жизнь рыбыш раз лейх инук ингушиш. Цахагайта сон шайцагируй, шайдуин раз ждал имшми цахагайта. Как видим, он говорит, что ингуши были подданными Российской империи, и говорит, что ингуши якобы подчинялись русским. Давайте разоблачим этот миф, который они так яро утверждают. Как вы и знаете, я выпустил ролик под названием «Миф о подданстве ингушей». Обязательно посмотрите, ссылку я оставлю внизу. Так, начнем разоблачать этого человека, но как всегда мы будем показывать источники. Как сообщается в многочисленных документах XIX века, ингуши до присоединения к России являлись вольным и независимым народом, который заключил договор с Россией для обеспечения себе безопасного проживания на своих равнинных землях, где постоянно происходили стычки с соседними племенами, которые по большей части сами находились в подданстве Российской империи. Как известно, в договоре 1810 года участвовали всего 6 фамилий. Однако, и с той, и с другой стороны нарушался договор. Следует оговориться, что окончательному усмирению ингушей предшествовали восстания их против русских и разорение многих селений. В 1813 году, когда ингуши вместе с кивсурами были втянуты беглым грузинским царевичем Александром в восстание Кахетии, 1812 год. В 1832 году было восстание галгаев-цеев, и начальник Кавказского корпуса генерал-барон Розен в экспедиции истребил их жилища, скот и посевы, в особенности в селении Цеари. 1832 год. Было истреблено 8 деревень, а из селения Таргим истреблено 9 деревень. В книге Российской академии наук «Кавказская война. Спорные вопросы и новые подходы» говорится о том, что галгаи договора с Россией не заключали и не считали себя подданными царской власти. А тут говорится о том, что галгаевцы присоединились к Казимуле, Гази Мухаммад, убили пристава Константинова и 2 священников-миссионеров, но также тут говорится об их постоянных нападениях на военно-грузинскую дорогу. Этот отрывок является подтверждением ранее написанной статье про национальный состав войск имама Гази Мухаммада, в которой говорится, что эта победа придала делу имама сильный импульс. В течение следующих 2 месяцев его эмиссары провели успешную работу среди карабулаков, ингушей-полуязычников, не имевших с шариатом ничего общего, и кабардинцев. А ингуши даже сформировали отряд в 500 бойцов и перерезали русские коммуникации вдоль военно-грузинской дороги. Кстати, убийство пристава Константинова и 2 миссионеров упоминаются и в воспоминаниях царского офицера Торнау. Помимо всех этих фактов, стоит ли мне говорить о том, что после окончания русско-кавказской войны среди галгай были многочисленные абрики, некоторые из них, которые даже организовывали собственные отряды и вступали в битву с казаками или с отрядами НКВД. Будет ли народ, лояльный царской России и советской власти, нападать на казаков и на НКВД? А что насчет депортации? Зачем депортировать народ, который якобы добровольно присягнул царской власти? Эти и многие другие факты можно найти в свободном доступе в интернете, которое было собрано воедино в одну статью, и следовательно у меня возникает вопрос. Если даже в свободном доступе есть столько информации об участии галгаев в русско-кавказской войне, то что можно было бы найти в многочисленных исторических книгах галгаев, которые были варварски уничтожены проклятым Сталиным? Остается только догадываться. Но ясно одно, галгаи делали все, что могли для поддержки имама Шамиля в борьбе против оккупационной политики царской России, а утверждающий обратное является лжецом и преступником.